Здравствуйте, дорогие мои друзья! Начинается наш урок русского языка. И снова с нами на урок пришли Айгуль и Азамат. Ребята, сегодня особенный день. Азамат отмечает день рождения. И мы все пойдем к нему на именины. Давайте выберем подарок. Что нам подарить? Смотрите, вот подарки. Часы и коньки. А почему же пропущены буквы? Ребята, если мы правильно найдем пропущенную букву, то мы получим этот подарок. Попробуем поставить ударение. Часы, коньки. В слове часы пишем О или И? Опасная гласная оказалась. А в слове коньки какую гласную поставим? А или О? Все понятно. Это безударные гласные в корне слова. Проверяем безударный звук. Часы, час. Пишется буква А. Слово коньки проверим словом конь. Уже слышим звук О. Пишем букву О. Посмотрите. Подарки в наших руках. Значит, для того, чтобы поставить правильную гласную, нам нужно хорошо знать способы проверки безударной гласной в корне слова. И сегодняшняя тема нашего урока – способы проверки безударных гласных в корне слова. Поставим цель урока. Что мы узнаем сегодня? Сегодня на уроке мы вспомним и закрепим знания по проверке безударных гласных в корне слова. Изучим способ проверки. Ребята, Азамат почему-то грустит. День рождения, разве можно грустить? А все дело в том, что Айгуль купила ему не тот подарок. А как вы думаете, почему? Дело в том, что Айгуль написала Азамату: «Что тебе подарить?» Азамат ответил: «Подари мне мечи». Айгуль ответила: «Хорошо, куплю мечи». И подарила Азамату мечи. А Азамат хотел футбольные мячи, ведь он очень любит футбол. Дело в том, что он неправильно написал слово «мячи». Он написал «мечи». А нужно было написать мячи. Проверочное слово мяч. Вот к чему приводит незнание приемов проверки безударных гласных в корне слова. Но это небольшая беда. Мы же всегда можем изучить и научиться этому. Да, вспомним, что гласные звуки бывают ударными и безударными. Ударные гласные звуки – наши друзья. Они всегда звучат так, как есть. А вот безударные гласные очень опасные. Они всегда всех путают. И если мы не изучим правила и все способы проверки безударных гласных в корне слова, то мы будем неграмотно писать. Прочитайте слова: змея, река, поля, слова. Какие же буквы пишутся в корне слова? А для этого мы должны вспомнить способы проверки безударной гласной в корне слова. Первый способ. Один – много. Змея – одна. Много будет змеи. Видите, мы уже проверили безударную гласную. Слышится буква Е. Пишем букву Е. Река. Пишем И или Е. Проверяем тем же способом. Одна река, много будет реки. Поля. Это много, а одно будет поле. Слышим четко звук О. Пишем букву О. Даю задание всем. Проверим, как вы поняли первый прием проверки безударной гласной в корне слова.
дрозды, шаги, хлеба, часы. Как вы заметили, в первом столбике слова во множественном числе. Много. А вы должны изменить слово в единственное число, чтобы проверить безударную гласную в корне слова. Проверим, как выполнил задание Азамат. Дрозды много. Один дрозд. Пишем букву О. Шаги много, а один будет шаг. Слышим четко звук А. Пишем букву А. Следующее. Если много, будет хлеба, а один будет хлеб. Пишем букву Е. Часы. Множественное число. В единственном числе будет час. Пишем букву А. Если вы все поняли, то все молодцы. Рассмотрим следующий прием. Подобрать однокоренное слово. Подбирать однокоренное слово мы с вами уже знаем. Давайте подберем однокоренные слова к слову тропинка, тропа, тропы. Поставьте ударение. Тропинка, тропа, тропы. Обратите внимание на общую часть слов. Эта часть троп. Выделим корень слова. И теперь, если вы заметили, в слове тропы ударение падает на гласную в корне. Значит, это проверочное слово. Четко слышится гласная О. Тропы. Значит, в словах тропинка и тропа пишем букву О. Берем слово почтальон. Подберем однокоренные слова. Почтовый, почта. Также ставим ударение. Выделяем корни. В слове почта ударение падает на гласную в корне слова. Значит, это проверочное слово. А пишем мы букву О. Угадайте, какие гости придут на день рождения Азамата? Только вы должны подобрать проверочное слово, однокоренное слово и вставить правильную гласную в корне слова. Итак, слово моряки, однокоренные слова морской, море. Проверочное слово море, потому что ударение падает на гласную в корне. Пишем букву О. Значит, придут моряки. Следующее. Рыбаки. Однокоренные слова рыболов, рыбы. В слове рыбы четко слышится звук «ы». Значит, в корне пишем букву «ы». Значит, придут и рыбаки. Следующий гость. Врачи. Проверим безударную гласную. Врачебный, врач. В слове врач четко слышим звук А. Пишем букву А. Значит, придут и врачи. И последний гость – учителя. Подберем проверочное слово. Учительская, учительница. В этих словах в корне ударная гласная И. Значит, пишем букву И. Вот и последний гость. Это учительница. Запишите в тетрадях гостей. Моряки, рыбаки, врачи, учителя. Потренируемся и выберем проверочное слово в скобки. Удивительно, диво. Пишем букву И. Менять, мина. Замена. Пишем букву Е.
лепить, липа, лепка. Пишется буква Е. Ленивый, линька, лень. Пишется буква Е. Скрипучий, скрепка, скрип. Пишется буква И. Мастерить, мост, мастер. Пишется буква А. А теперь посмотрите, что подарили Азамату. Автомобиль, конфеты, корабль, карандаши, конверт. Поставьте ударение в словах. Проверьте безударную гласную в корне слова. Не получается? Эти слова, ребята, невозможно проверить. Да, потому что это словарные слова. Мы знаем, что в русском языке очень много слов, в которых нужно запомнить. Их написание можно проверить только в словаре. Итак, запоминать их написание. Сейчас будет игра. Запомнили? А теперь попробуйте написать по памяти и по порядку. Проверяем. Получилось? Молодцы! Ребята, один из друзей Азамата написал пожелание. Прочитаем? С днем рождения, Азамат! Желаю тебе учиться на 5, быть здоровым и никогда не лениться. Как вы думаете, тут ошибки есть? Да, ошибки, к сожалению, здесь имеются. Нужно было проверить слово «учиться». Подберите однокоренное слово. Учить. Ошибка в слове 5. Проверочное слово 5. Пишется буква Я. Быть здоровым. Надо писать здоровым. Слово здоровье – словарное слово. Слово не лениться – проверочное слово лень. Значит, пишем букву Е. Посмотрите, сколько подарков получил Азамат. Он получил и свой долгожданный мяч. Айгуль подарила ему футбольный мяч, ведь Азамат уже умеет правильно писать. Теперь он знает, что будет, если неправильно писать. Теперь Азамат будет стараться не допускать ошибок. Смотрите, он хочет повторить для вас приемы проверки безударной гласной в корне слова. Ребята, если гласная в слове под сомнением, то мы должны проверить эту гласную. Первый прием. 1 – много. Это значит, что если слово обозначает один предмет, то мы должны представить его во множественном числе. Например, змея, она одна. А как будет, если их много? Змеи. Вот и встала безударная гласная под ударением. И теперь мы слышим звук Е. Значит, в слове «змея» пишем букву Е. Слово «дома» – безударная гласная в корне слова. Их много. А теперь попробуйте поставить в единственном числе. Дом. Видите, все просто. Теперь мы слышим звук О. В таком случае пишем букву О. А теперь покажу еще один прием. Смотрите, если вы хотите проверить безударную гласную в корне слова, мы должны подобрать однокоренное слово так, чтобы ударение падало на эту безударную гласную. Например, надо написать слово «почтальон», но безударная гласная в корне под сомнением. Какую же писать букву? А или О? В этом случае мы подберем однокоренные слова. Почтовый,
В этом слове тоже безударная гласная, хитрит. Тогда берем слово почта. Видите, ударение падает на гласную в корне. И теперь мы слышим четко звук О. Значит, в словах почтальон, почтовый в корне пишется буква О. Ребята, оцените теперь свои усилия на уроке. Выберите себе смайлик. А я на этом завершаю наш урок и прощаюсь с вами. До следующего урока.